На работу можно ходить, зачем прогулка? Встреча команды с президентом начинается в раздевалке Татнефть-арены. Специальный подарок для Рустама Минниханова из рук капитана Даниса Зарипова. Толстовка с эмблемой клуба. С гордостью будем носить. Из раздевалки в зал встречи. Все разговоры о новом сезоне. И перед каждым одна задача – выиграть Кубок Гагарина, подчеркивает президент. Хайрлы сагатта по-татарски – это добрый час. Вот все наши пожелания. Мы всегда с вами. Ну, желательно, конечно, если вы победители, если все равно, если даже мы где-то что-то у нас не получается, как бы ни было, вместе с вами, с большими ожиданиями, ну и всегда же от своих детей ждешь очень много, ну и с надеждами. Надежды и правда большие. В этом межсезонье Ак-Барс провел мощную трансферную кампанию, которая уже обеспечила команде статус одного из фаворитов. Коллектив возглавил именитый специалист Олег Знарок. За его плечами работа во многих клубах страны и сборной. В дополнение к этому казанцы подписали суперзвезд Вячеслава Войнова, Вадима Шипачева и Александра Радулова. В состав вернулся Станислав Галиев. Команда настроена по-боевому. Для покорения высоких задач созданы все условия, отмечают новички. Мы понимаем значение Ак-Барса для Татарстана, поэтому приложим, наверное, сделаем все, чтобы оправдать доверие. Это вот так вот. Клуб, наверное, я первый раз вижу такую организацию, а проработал я уже во многих местах. Все на высшем уровне. Удалось и сохранить лидеров. На год контракт продлил Данис Зарипов. Готовимся, обещаний на этот раз никаких не будет, Да, ни обещаний, ни заявлений, да, просто будем доказывать работой, и делом, и результатом. Еще один лидер команды, Дмитрий Воронков, сегодня получил медаль ордена за заслуги перед Республикой Татарстан. Он удостоился ее за выступление на зимней Олимпиаде в Пекине. Дмитрий в составе сборной России завоевал серебро. Поздравляю. Напомним, в прошлом сезоне в Кубке Гагарина казанцы выбыли на стадии 1/4, уступив «Авангарду». Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября. Борьбу за трофей Ак-Барс начнет 3 числа в Москве против местного «Динамо». Клубу точно будет приковано очень много внимания. Вы уже его ощущаете, будет интерес. Конечно, будет и критика. И нам всем к этому нужно быть и готовым, и спокойно это воспринимать. Но, как сказал Рустам Нугаевич, точно вся республика, вся Татнефть, все болельщики, они всегда будут болеть за нас. В завершении встречи традиционное общее фото. А поддержка болельщиков будет нужна уже совсем скоро. Ак-Барс примет участие в предсезонном Кубке Танека. Он пройдет в Казани с 26 по 29 августа. Рамиль Галиуллин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.